Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутии завершились 8-е спортивные игры «Дети Азии». Большой вклад в проведение игр внесли волонтеры. Всего было задействовано 1900 волонтеров, которые встречали, сопровождали спортсменов и помогали им во всем во время проведения соревнований. Об итогах работы волонтерского корпуса на играх «Дети Азии» поговорим сегодня. Гости у нас в студии Надежда Махначевская, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. 1900 волонтеров, ребят с разных уголков нашей республики. Я уверен, что есть и волонтеры, которые приехали из других регионов. Как удалось собрать такую большую, буквально армию? Какая у них главная задача была? Действительно, волонтеров у нас было чуть меньше, чем самих спортсменов. И это действительно говорит о том, что о развитии и волонтерства, добровольчества у нас в целом по стране и в нашем регионе достаточно развитая тема. Подготовку, конечно, все зависит от подготовительной работы. Это подготовительную работу мы начали еще в прошлом году, год назад, под руководством нашего заместителя председателя правительства Ольги Валерьевны Балабкиной, под руководством генерального директора дирекции международных спортивных игр «Дети Азии» Михаила Петровича Сивцева. И действительно, за год работы проведена достаточно масштабная работа. Конечно, в первую очередь работа начиналась с подготовки всей документации. Это и концепция работы волонтерства, и программа волонтерского корпуса. Все эти документы еще в прошлом году были разработаны, согласованы со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, учреждениями, в том числе и с федеральными структурами, такими как Росмолодежь, МЧС и так далее, и утверждены с Международным олимпийским комитетом, конечно же, и утверждены главой Республики Саха-Якутия еще в прошлом году. И набор волонтеров у нас начался в сентябре 2023 года в рамках проведения ВФА в городе Владивосток, да, экономического форума. И в течение зимы до 1 февраля мы проводили набор волонтеров. Желающих было очень много. Да, я знаю, что больше. волонтеры проходили строгий кастинг. Да, строгий кастинг проходили. Всего заявок было у нас более 5000. Из них уже по итогам тестирования, по итогам собеседований, по итогам проверок каждого волонтера, конечно же, и проверяли соответствующие органы. И мы набрали 1900 волонтеров, плюс, конечно, в резерве кто-то из тех набранных, кто-то мог заболеть, кто-то мог улететь в отпуск, кто-то по каким-то причинам смог не явиться. Ну и с резерва, конечно же, ребята тоже, они были, в принципе, вплотную погружены. Вот смотрите, 19 функциональных направлений волонтерства, 1900 участников, это получается в среднем на одно направление 100 человек волонтеров. Если очень грубо посчитать, где-то там 30, где-то 200, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Вот какое было самое популярное направление среди ребят? И вообще, как их распределяли? По желанию или ты владеешь английским, ты идешь работать атташе? Да, действительно смотрели то, какими навыками, способностями обладают у нас волонтеры. Самое, конечно, такое, сверхуровень, это у нас атташе, это те волонтеры, которые работают с иностранными гостями, сопровождают иностранных гостей, и, в принципе, сопровождают делегации. И было отобрано из числа 1900, еще и были отобраны у нас менеджеры. Это те, которые руководят вообще всем процессом. И 100 тимлидеров – это люди, которые имеют у себя команду и руководят определенным кругом волонтеров. И, конечно же, в принципе, все направления, они достаточно популярны, потому что работа в спортивных, допустим, комплексах – это тоже непосредственно встреча с именитыми спортсменами, с почетными гостями. Это и работа в самих соревнованиях
зрелищно смотреть на соревнования вот на месте, это, конечно, тоже достаточно большая честь. Это достаточно большая работа и пресс-центра, тоже следить воочию за теми событиями, которые проходят, и помогать журналистам вообще вот в их работе. Это тоже достаточно большой труд. И ну, как бы все направления, в принципе, они достаточно популярные. И по желанию ребят, уже с учетом их навыков, с учетом того, какой человек, возможно, имеет образование, возможно, какой имеет опыт, от этого, конечно, достаточно много зависело, и в результате вот тестирования, собеседований это все выявлялось и распределялось по направлениям. Но я, наверное, могу подтвердить только ваши слова о качественной подготовке ребят, потому что я сам работал на объектах игр в качестве вот именно представителей прессы. Действительно, ребята оказывали неоценимую помощь, вплоть до даже зарядки для телефона, если сел твой мобильный, они всегда все помогут, подскажут и дадут. А вот если говорить об операционном этапе работы волонтеров, что это такое за этап, как сами оцениваете? Это вот непосредственно то, что происходит на объектах, да? То, что происходит на объектах, но нужно сказать, что операционку мы выдержали достаточно хорошо, достаточно эффективно. У нас ребята подготовились, отработали, и о чем свидетельствует вообще качественная подготовка. От того, насколько ребята были качественно обучены, насколько они были качественно подготовлены, от этого зависит вообще эффект работы. Допустим, на спортивных объектах те ребята, которые работали, да, они тоже делились по направлениям. Кто-то помогает судейской коллегии в подсчете баллов, в сборе, допустим, подсчете голосов. Кто-то помогает при рассадке гостей, кто-то помогает людям, которые потеряли вещи. Это тоже достаточно объемная работа, но в целом они были распределены. Кто-то стоит на информационной стойке, то есть направляет и так далее. И внутри, допустим, одной сферы, одного спортивного объекта, допустим, тоже несколько функциональных направлений волонтеров. Так ребята, более того, даже и стали частью самих спортивных соревнований, потому что были волонтеры, которые прикреплены к объектам. Вот, допустим, если мяч, условно говоря, на мини-футболе выкатывается за пределы поля, есть волонтеры, которые приносят, подают этот мяч. Почему нет? Классный опыт. То есть, получается, есть там и тимлидеры, которые оттачивают свои менеджерские и управленческие навыки, есть вот люди, так скажем, которые оттачивают навыки языка. Это, получается, не просто волонтерство, это еще такого своего рода прокачка собственных скиллов, если так можно сказать, да? Собственных навыков каких-то. Да, конечно. Я достаточно пообщалась и с волонтерами. Это и молодые люди, это и серебряные волонтеры. И каждый день у нас вечером проходили мероприятия, которые посвящены тому, что мы отмечаем лучшего тимлидера дня, лучшего менеджера дня, лучшего волонтера дня. И когда мы приходим вообще вот в волонтерский корпус, там такая эйфория, там такая энергия бурлит. Это всегда позитивное настроение, это всегда хороший настрой, это всегда какие-то положительные эмоции. И было видно, что те волонтеры, которые у нас работают, они не просто работают, они еще и, конечно же, знакомятся с друг другом, да? Они еще и общаются. И были у нас порядка 200 волонтеров с других регионов Российской Федерации, даже с других стран. И это общение, оно, конечно же, оставляет след и в дальнейшем для развития самой личности, как волонтера, как самой личности. По итогу игр этого года наградили же волонтеров, которые внесли большой вклад в развитие и проведение игр Дети Азии. Вот, допустим, насколько я знаю, была волонтер из Кемерово. Она посетила, по-моему, если я не ошибусь, игр 6 подряд в качестве волонтера. Ей дали золотой знак волонтеров. Вот как оцениваете такое премирование? Вообще, конечно, в больших, крупных наших событийных мероприятиях есть те люди, которые вот всегда участвуют, да, есть у нас и новенькие ребята, но те люди, которые постоянно участвуют вот в таких мероприятиях, в том числе в играх Дети Азии, это, конечно же, для нас очень большой успех. Это те люди, которые, в принципе, без определенного управления, без определенных
Навыков, да, возможно, да? навыков, они могут направлять свою команду, тех людей, которые вокруг них работают. И, пользуясь случаем, я, конечно же, хотела бы поблагодарить Центр по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия под руководством Айлана Васильевича Винокурова, Евгения Амбросьева и весь состав Центра по работе с волонтерами. Это ребята, несмотря на свой достаточно молодой возраст, они справляются с теми задачами, с которыми и опытным людям на самом деле сложно справиться. И, в принципе, можно с уверенностью и с гордостью сказать, что эти молодые ребята у нас закрыли вот всю работу волонтерского корпуса, работали днями, ночами, не жалея себя, и за что им отдельная очень большая благодарность. Ну и как результат игры на высоком уровне прошли, в том числе благодаря им. Надежда Вячеславовна, почетные гости посещали волонтерский корпус. Кто это был? Расскажите подробнее. Да, почетные гости у нас были. Это посетил, первый почетный гостем был легендарный боксер Николай Валуев, который сейчас является первым заместителем председателя комитета по туризму Государственной Думы Российской Федерации. Он пришел в волонтерский корпус достаточно неожиданно, удивил наших волонтеров вместе с председателем комиссии по молодежной политике и спорту Госсобрания Илтумен Георгием Руслановичем Балакшиным. И, конечно, для ребят вот увидеть вживую Валуева. Николая Валуева, это был, наверное, вау-эффект. И им, конечно, им удалось пообщаться с таким легендарным человеком, и эмоции, конечно, зашкаливали. Николай Валуев рассказал и в том числе о себе, посмотрел на работу волонтерского корпуса. Ну и, конечно же, я думаю, ребята не оставили его равнодушным. Он оценил работу волонтеров, добровольцев наших игр. Ну и, конечно же, почетным гостем, который встретился с нашими волонтерами, был заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, который в том числе курирует работу в сфере молодежной политики, Федеральное агентство по делам молодежи, Росмолодежь. Пообщался тоже с нашими ребятами, ну и сказал, конечно же, свои напутственные слова и отметил, что действительно волонтерство у нас не только в стране, но и в мире, оно достаточно развивается. Об этом и говорят те большие мероприятия, как Олимпийские игры, допустим, в Сочи. Там тоже было привлечено достаточно большое количество волонтеров, где принимали участие и наши волонтеры. Ну и следствием, конечно же, является то, что в принципе вот такие мероприятия, как международные спортивные игры «Дети Азии», они очень большой частью этих игр являются, конечно же, наши помощники, наши волонтеры. Ну, конечно же, дети. Надежда Вячеславовна, я уверен, что ребятам будет что написать в сочинении «Как я провел лето». Они действительно справились со своей работой более чем на 100%. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.